В эфире «Дело», я Кирилл Токарев. Здравствуйте. Крупнейшая в мире по объемам добычи алмазов компания «Алроса» 20 октября поделилась некоторыми своими достижениями по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2016 года. И вот добыча группы с января по сентябрь составила 28 без малого миллионов карат. Снизилась она таким образом на 6%. Объем продаж алмазов в третьем квартале составил 8 миллионов 300 тысяч карат, в том числе примерно 6 миллионов карат алмазов ювелирного качества, выручка не менее 976 миллионов за квартал и 3,5 миллиардов долларов за 9 месяцев. При этом компания планирует существенно увеличить чистую прибыль по итогам года. Я напомню также, что в июле состоялась продажа 10,9% бумаг «Алроса» группе частных инвесторов. Затем компания открыла алмазный центр во Владивостоке, активно развивает зарубежные проекты. В общем, крупный, громкий ньюсмейкер. Обо всем об этом, о проектах, о событиях и цифрах говорим сегодня с Андреем Жарковым, президентом АК «Алроса». Андрей Вячеславович, я вас приветствую, благодарю, что нашли время. Судя по последнему новостному фону, дел у вас хватает, но все-таки давайте начнем с последних результатов. Минус 6% то, что касается сокращения добычи. Чем это вызвано? И все боятся, все, когда видят минус добычи, все начинают печалиться, но если смотреть на ваш финансовый ориентир, на то, что происходит вокруг компании, я так понимаю, что повода для беспокойства нет. Или есть? Добрый день. Действительно, в рамках раскрытия данных о объемах добычи и продаж сегодня компания выпустила пресс-релиз. То, о чем вы говорите, снижение добычи на 6%, это абсолютно плановый показатель, который был заранее заложен. Такая развилка была заложена бюджетом 2016 года. Это не сокращение, это, в общем-то, корректный ответ на тот рынок, который компания видела и прогнозировала на 2016 год. То есть мы ставим себе задачу не наращивать стоки, которые мы, к сожалению, вынуждены были нарастить, опять же, в ответ на ситуацию на алмазном рынке в 2015 году. Поэтому та ключевая задача по неприращению стоков, она именно балансируется сокращением добычи в объеме до 6%. Вы не просто не приращиваете сток, вы недавно было сообщение о том, что вы планируете сократить по сравнению с прошлым годом на 5-6%. Это действительно так? Вы хотите сократить запасы? Но рынок-то такой не лучший для продаж. С чем это связано? Можно пояснить? Давайте так. Если мы посмотрим на результаты 3 месяцев, 9 месяцев, 3 кварталов, то действительно сегодня, благодаря той динамике положительной, которую мы наблюдали в первом полугодии и в третьем квартале, нам действительно удалось снизить запасы готовой продукции, наши запасы на величину порядка 10%. Но, как я уже сказал, наша целевая задача, то есть у нас достаточно консервативный, осторожный прогноз на 4-й квартал. И поэтому, как я уже сказал, наша целевая задача – это не прирастить стоки. Но, да, исходя из той динамики, которую мы на сегодняшний день видим, мы прогнозируем возможное сокращение запасов по итогам года по сравнению с концом 2015 года где-то на величину до 5%. У вас консервативный достаточно прогноз на 4-й квартал, но что касается финансов, крайне оптимистичный в целом по итогам года. Вот вы коллегам тут недавно сказали, что планируете чистую прибыль увеличить в 2-3 раза. Действительно, откуда такая цифра или несколько все-таки погорячились? Вот вы сделали акцент на снижение добычи на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, но при этом не сакцентировали внимание на данных по продажам. Если вы посмотрите на выручку, которую компания получила от продаж по итогам 9 месяцев и сравните ее с аналогичным периодом прошлого года, то вы увидите, что здесь фактически практически 30% рост. Естественно, такой рост выручки, он дает возможность для оптимистичных прогнозов по итогам года и по чистой прибыли. Я не буду говорить, называть какие-то конкретные прогнозы 2-3 раза по сравнению с 2015 годом. Почему? Потому что там много факторов, которые оказывают влияние, в том числе и курсовые разницы. Я напомню, что кредитный портфель компании, он деноминирован на 100% в долларах США, поэтому существенное влияние оказывают курсовые разницы.
которые складываются по итогам переоценки кредитного портфеля на конец года. Но, тем не менее, я думаю, что мы кратно сможем увеличить показатели по чистой прибыли по итогам текущего года по сравнению с предыдущим. Но мы еще вернемся к продажам обязательно, потому что это отдельно интересный вопрос. Все-таки я не могу не спросить, в июле месяце, буквально несколько месяцев назад, прошла продажа вот этого без малого 11% пакета Росимущества. Что-то изменилось для компании вообще за это время? Я знаю, что вы корректируете сейчас стратегию развития, в какую сторону, на чем хотите сконцентрироваться. Ну и все-таки изменилось ли? Наверное, во многом надо спросить акционера, но все-таки. Первое, про стратегию развития, просто маленькую оговорку. Мы ее не корректируем, мы ее актуализируем. То есть основная парадигма, стратегия, то есть это монопродуктовость, фокус на добыче, геологоразведки и добыче и реализации алмазного сырья, он останется. Но действительно, в ответ на те вызовы и сложности, которые мы видим на рынке в 2015 году и в текущем году, мы вынуждены актуализировать, ну не вынуждены, это вполне нормальный, естественный процесс. Более того, мы сейчас в компании вообще говорим о становлении такого процесса, как стратегирование. То есть это возможность постоянной актуализации стратегии. Естественно, эти вызовы требуют от нас также принятия определенных мер в ответ на ту ситуацию, которую мы видим, как она развивается на рынке. Ваш вопрос о приватизации. Ну, бесспорно, в тех непростых условиях, в которых приватизация проходила, я помню, это и новости о Брексите, связанные с этим турбуленции на финансовых рынках. Я считаю, что приватизация прошла удовлетворительно, достойно. Я в очередной раз хочу выразить слова благодарности и тем агентам, это Сбербанк КИП и ВТБ Капитал, которые работали вместе с нами и с правительством Российской Федерации по реализации. Они выступали в качестве агентов по реализации указанного пакета в объеме 10,9% акций и его размещения на московской бирже. Результаты, почему я оцениваю результаты удовлетворительными? Ну, во-первых, я считаю, что в структуре акционеров, я имею в виду того пакета, который находится в свободном размещении, появились новые долгосрочные инвесторы с Ближнего Востока. Можете назвать конкретные имена? Это консорциум, который возглавлял Российский фонд прямых инвестиций, который также участвовал в приватизации, и вместе с ним это инвесторы из Катара и из Арабских Эмиратов, которые, в общем-то, приобрели значительную часть размещенного пакета. Также в ней смогли принять участие российские частные пенсионные фонды, что тоже, на мой взгляд, достаточно положительно, вдвойне с учетом той капитализации, которую на сегодняшний момент мы видим по сравнению с началом 2016 и серединой 2016 года. Напомню, что на начало года приватизация составляла чуть более 400 миллиардов, в середине 500, сейчас от 640. То есть это говорит о том, что наши инвесторы сделали правильный выбор и, в общем-то, не жалеют. Совершенно не жалеют, и говорили об этом ровно даже в том числе в этой студии один из пенсионных фондов, который принял участие в приватизации. Следующее, я понимаю, вы можете меня отправить к акционеру и будете правы с этим, но ходят разговоры о продаже еще 8% Алроса. Все-таки с вашей точки зрения, как менеджера, со стороны компании, насколько уместна дальнейшая программа? Потому что сейчас все, в принципе, сбалансировано, все работает, стратегия оптимизируется. Нужна ли эта продажа? Ну, вы правильно сказали, что все-таки это решение, которое принимается акционером, в зависимости от тех целей, задач, которые ставит перед собой акционер, реализуя часть своих инвестиций, в данном случае часть пакета акций, который ему принадлежит. Насколько я понимаю, естественно, и насколько мы все понимаем, реализация части пакета, который принадлежит Российской Федерации, была связана с необходимостью балансирования доходной части бюджета. Напомню, что по итогам реализации более 50 миллиардов рублей поступили в доход федерального бюджета. Естественно, все зависит от задачи цели. Если, как вы правильно сказали, с точки зрения менеджмента компании, я считаю, что на сегодняшний момент структура акционерного капитала сбалансирована, и она отвечает, в общем-то, задачам развития компании, и она сбалансирована
для эффективного развития компании. Дивидендная политика как-то будет меняться, если учесть, что у вас кратно должна вырасти прибыль, и в целом компания себя чувствует хорошо? Ну, согласно действующей дивидендной политике, мы направляем на дивиденды минимум 35% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Дивидендная политика сохраняется. Ну, минимум 35 означает, что вы знаете, что, например, по итогам 2015 года было направлено 50%. То есть это, естественное решение акционеров, которое они принимают в зависимости, опять же, от своих финансовых показателей, своих интересов. Но, естественно, мнение компании и возможности компании всегда учитываются. Поэтому, если возможности компании выплатить 50% имеются, то мы с удовольствием заплатим достойные дивиденды. Но возможность, я так понимаю, имеется, соответственно, можно рассчитывать на 50, в принципе. Да. Можно только порадоваться. Давайте все-таки вернемся к сбыту, действительно, тоже важная тема, интересная. Видел заявление ваше относительно того, что вы планируете увеличить продажи страны АТР вдвое. Действительно ли это так и за счет чего, в какие сроки? Потому что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, они, конечно, интересны, у нас сейчас растет количество связей. Есть ли там такой спрос, но благодаря каким инструментам вы планируете увеличить вдвое все-таки? Ну, действительно, мы пристальное внимание уделяем на сегодняшний день рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, если говорить об Индии, это наш давнишний партнер и на сегодняшний день стратегический партнер. То же самое можно сказать о китайском рынке. Но, тем не менее, я считаю, что потенциал, в первую очередь связанный с ростом потребления ювелирных изделий с бриллиантами на китайском рынке, с, я считаю, недооцененным потенциалом японского рынка, корейского рынка, тайского, индонезийского. То есть он для нас дает возможность и желание нарастить наше присутствие с точки зрения продаж в этом регионе. Я считаю, это абсолютно правильно. Это соответствует сбытовой политике компании, направленной в том числе на диверсификацию каналов сбыта. Это абсолютно правильно, потому что это баланс рисков, это возможность развития новых рынков. Но, конечно, эта задача поставлена. Вы знаете, что в этом году, в том числе при участии компании, я имею в виду, что как компания принимала участие в части, так сказать, помощи в организации Евразийского алмазного центра на Дальнем Востоке. Ну, тут необходимо сказать, что это вполне естественно, потому что это развитие Дальнего Востока – это один из важных элементов государственной политики, поэтому компания в данном случае следует в том числе государственной политике и считает это правильным, потому что это тоже один из шагов, направленных на упрочнение наших связей со странами Азиатского Тихоокеанского региона. Центр открылся в сентябре, поправьте меня, в сентябре ведь открылся алмазный центр. Есть уже какие-то промежуточные результаты, какие-то конкретные цифры, может быть? Ну, промежуточные результаты мы тогда же в сентябре провели торги, достаточно успешные торги на площадке Дальневосточного форума, в том числе с использованием вот этой инфраструктурной площадки, потому что Евразийский алмазный центр – это инфраструктурная площадка в первую очередь. Такие торги станут постоянными, регулярными. И в том числе сейчас обсуждаем активно с одним из наших крупных клиентов компании KGK. Они намерены открывать производство, то есть обработку алмазного сырья и производство бриллиантов, в том числе, возможно, производство ювелирных изделий, направленных и на удовлетворение спроса в данном регионе, я имею в виду на Дальнем Востоке. Почему? Потому что я считаю, что те шаги, которые сегодня предпринимает государство, влекут за собой увеличение туристического потока из наших соседских стран. Ну и в том числе продукция, которая будет производиться на этой площадке, она будет, естественно, экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Скорее всего, в следующем году это производство уже заработает. Вы действительно обращались в правительство с просьбой убрать это ограничение, которое запрещает физическим лицам вывозить бриллианты стоимостью выше 25 тысяч долларов? И если да, то на какие эффекты рассчитываете? Да, с такой инициативой мы действительно обратились в Министерство финансов рассмотреть такую возможность. На наш взгляд, это в том числе может способствовать росту
потребления на территории Российской Федерации бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, с последующим их вывозом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. А поправьте меня, сейчас на внутренний рынок, я имею в виду на российский, приходится менее 10% сбыта компании. Вы, то есть, но крест не ставите на внутреннем рынке? Нет, мы вообще не ставим крестов. Исключительно, да. Действительно, внутренний рынок сегодня, если мы говорим об итогах прошлого года, порядка 10% объемов реализации приходится на внутренний рынок, но ситуация усложнилась в связи с отменой экспортной пошлины на алмазное сырье с 1 сентября текущего года. Поэтому мы по итогам текущего года ожидаем небольшое снижение объемов реализации на внутренний рынок. Но в целом у нас разрабатывается и уже применяются ряд инструментов, которые направлены все-таки на стимулирование приобретения сырья компании. Давайте как раз об одном из них. Много было разговоров относительно организации биржевой торговли, да, алмазами, физическими алмазами, в том числе фьючерсами, насколько я помню, обсуждалось. В какой стадии находится эта работа сейчас? Удалось, в частности, с НДС проблему решить, если она касается физических алмазов? Решить проблему с НДС, я не могу сказать, что удалось, но есть, по крайней мере, понимание. Мы обсуждали с коллегами из Министерства финансов. Есть вектор, в котором мы хотели бы двигаться, и надо отдать должное. Я, опять же, благодарен коллегам из Министерства финансов, что они тоже откликнулись, с вниманием откликнулись на эту проблему и предложили, в общем-то, варианты, по которым можно пойти, и тем уже по аналогии с уже существующими вариантами, когда ты приобретаешь, допустим, бриллианты с налогом на добавленную стоимость, но дальше и выкуп у тебя бриллиантов может осуществляться с налогом на добавленную стоимость, что, в общем, частично эту проблему решает. Это первое. Что касается нашего проекта совместно с Московской биржей по запуску торговли бриллиантами на бирже, биржевой торговли бриллиантами, то мы рассчитываем в 2017 в концу первого квартала, в начале второго квартала запустить такую торговлю. Московская биржа сейчас ведет активно процесс согласования правил торгов с Центральным банком Российской Федерации. Мы уже с 1 октября фактически ведем отбор камней, из которых будут формироваться лоты. Идет разработка маркетинговой программы, направленной на стимулирование спроса в общем-то, на бриллианты, их по приобретению через систему биржевых торгов. Поэтому я рассчитываю, что в следующем году действительно этот проект заработает. Цели тут для нас понятны. На международном рынке давно и много говорится о необходимости создания альтернативной системы ценообразования, потому что сегодня, я напомню, система ценообразования замкнута на индекс Рапопорта, американский индекс, потому что он является крупнейшим рынком потребления. Но мы считаем, что есть целесообразность альтернативной системы ценообразования, во-первых, а во-вторых, наша задача в том, чтобы наши клиенты, я имею в виду покупатели бриллиантов, понимали, что это не только расходы, но это инвестиции. Инвестиции, речь идет о том, что они могут быть возвратны. Спасибо, Андрей Вячеславович. Андрей Жарков, президент АК «Алроса», был сегодня у нас в гостях. Говорили о перспективах компании, ее планах. Это было «Дело». Кирилл Токарев. Оставайтесь с РБК.